В мае прошлого года в Уфе открылся уникальный музей полярников имени Валериана Альбанова, где можно узнать историю освоения Арктики, роль России в жизни этого северного региона и о знаковых исследователях, в том числе уроженцах Башкортостана. Экспозиция постоянно обновляется. Поговорим об этом прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Оксана Мальцева, научный сотрудник Музея полярников имени Валериана Альбанова. Оксана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Давайте начнем разговор с того, что в начале этого года глава Башкортостана Ради Хабиров, когда он говорил о главных достижениях в культурной жизни республики, назвал в том числе открытие Музея полярников имени Альбанова. А вот как вы оцениваете роль учреждения в жизни республики, да, и видите ли вы отклик со стороны посетителей к экспозиции? Ой, вы знаете, мне кажется, в наш музей это сейчас какое-то такое вот небольшое в сердце в нашем городе, оно постоянно бьется. Мы каждый день видим, как к нам приходят люди из разных городов. Мы воочию наблюдаем вот развитие внутреннего туризма, и именно к нашему музею такой интерес. Конечно, мы очень стараемся, к нам приходят и дети, и студенты, и старый млад. Очень много пенсионеров приходят в выходные дни специально к нам, проводят несколько часов. А сейчас интересно, что парочки приходят, молодые парочки, и проводят у нас час-другой. Это очень замечательно. И в нашей книге отзывов мы наблюдаем всю географию туризма в России. И вот мне кажется, тоже благодаря вот нашему музею Уфа тоже такой вот привлекательный очень вот вид имеет. Ну, в том числе благодаря уроженцам Башкортостана, которые как раз и занимались исследованием Арктики. Расскажите, пожалуйста, про экспозицию, что можно узнать о них и какие предметы представлены? Да, конечно. У нас, конечно, экспозиция очень интересная, несколько залов, начиная от истории освоения Арктики. Там мы рассказываем про все экспедиции, начиная от Поморского Коча, вот как вот люди осваивали Северный Ледовитый океан. Дальше мы рассказываем про экспедиции 1912 года. 3 экспедиции ушли российские в Арктику, и 2 не вернулись. И только одна смогла вернуться, но уже без своего капитана. И также эта экспедиция Георгия Седова спасла вот нашего уроженца Башкортостана Валериана Ивановича Альбанова, в честь которого и назван наш музей. Оказалось, что такой знаменитый человек родился, жил в Уфе, учился в обычной уфимской гимназии, как и мы вот все вот с вами, да, вот был обычным школьником, а потом оказался в интересной экспедиции, смог спастись, выжить благодаря своей силе духа или возможно, башкирской закалке. Вот. И он вернулся, написал дневники. Эти дневники называются «На юг к земле Франца Иосифа» и признаны одной из лучших книжек вообще об Арктике. Мы это рассказываем всем, что обязательно нужно эту книжку прочитать. И потом уже дневники прочел Вениамин Каверин. И уже случились и роман, и фильмы, и мюзикл «Нордост». Вот такая вот у нас... А все началось в Уфе. Вот началось. Кто основоположник создания музея все-таки? Ой, вы знаете, вот мы считаем своим крестным отцом это, конечно, Михаил Андреевич Чванов, но и благодаря Радию Фаритовичу наш музей теперь существует, родился и продолжает вот радовать наших вот жителей. Мы знаем, что общая площадь экспозиции 300 квадратных метров, да, экспозиция постоянно обновляется. Какие последние новинки? Ой, вы знаете, только сегодня мы получили замечательную дюбель-шлюпку. Копию, да. Моделист наш республиканский Айбулат Ишназаров сделал для нас сначала Поморский Коч, теперь дюбель-шлюпка, потом будет шхуна, а дальше уже будет современнейший ледокол «Лидер». И вот мы сможем на примере этих моделей показывать и рассказывать развитие мореходства в Северном Ледовитом океане и вообще, и в частности, это, конечно, в России. Угу. Скажите, пожалуйста, а кто чаще всего ходит в музей? Вы говорите и старый млад, но все-таки. И старый млад. Очень много школьников, мы им очень рады. Мы стараемся экскурсии делать разнообразными. У нас очень много детских программ для разных возрастов.
и студенты к нам приходят, и среднего возраста люди, я говорю, и пенсионеры, это очень много вот проводят у нас свободное время. Мы этому очень рады, мы всем вот рады и приглашаем вот вас тоже в гости. Спасибо большое. Телезрители, которые нас сейчас смотрят, вот те, которые захотят повезти своих детей к вам в музей полярников имени Альбанова, да, что они могут узнать на экскурсиях? Как заинтересовать детей Арктикой? Это такая сложная тема все-таки. Вы знаете, мы постоянно ищем что-нибудь вот новенькое. Там где-то в новостях, вот, например, появилась вот новость про гренландскую акулу, что она так долго живет. И за счет чего она так долго живет? Мы это все стараемся, все новинки. Мы рассказываем про Арктику, про океан, про животных, про белых мишек. Не только про экспедиции, не только про храбрых людей. Ну, там и, иногда вот что-то такое еще вот можем там, и там, например, женщины, любовные какие-то истории, но это уже интересно вот больше старшему поколению, да, или вот я говорю, сейчас у нас такой вот романтический февраль, приходят парочки к нам в музей, мы тоже, конечно, стараемся для каждого найти что-то свое интересное. Какие социальные программы для посещения музея существуют? Я знаю, что дети могут приходить бесплатно. Есть ли какие-то еще другие возможности? Да, Екатерина, вы абсолютно правы. Посещение детей до 18 лет у нас абсолютно бесплатно. Экскурсии платные, это посещение экспозиции музея бесплатно. Но вот если брать экскурсию, сейчас программа «Пушкинская карта». И подростки, молодые люди с 14 до 22 лет могут полностью оплачивать экскурсии, мастер-классы, квизы, викторины, квесты у нас в музее. Все по Пушкинской карте. Это очень удобно. Угу. Нужно позвонить, записаться или как? Как проще всего попасть? Да, конечно. Если вы хотите сами просто побродить по музею, вы можете прийти в любое время, со вторника и по субботу включительно. Но на экскурсию, на квест, квиз, викторины и так далее, на кинопоказы лучше записываться. Угу. Давайте еще про экскурсии, да, про экспонаты поговорим, да, пожалуйста. Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Хорошо. Это очень интересно. Да, вы знаете, у нас помимо экспонатов эпохи, конец 19-го, начало 20 века, сейчас в наш музей привлекают путешественников из России, из Башкирии и так далее. И каждый путешественник старается из своего путешествия нам что-нибудь привезти. И кто-то привозит вот воду из Северного Ледовитого океана, и кто-то интересные календари, где были отмечены все этапы их экспедиций. И кто-то привозит там какие-то камни, мох, там, или вот зуб мамонта недавно это появился у нас в экспозиции. Ну, всегда в какие-то вот такие вот интересные вот вещи, и все просто от чистого сердца приходят к нам в музей и дарят вот такие вот интересные вещи. Ну, такая традиция была заложена ведь на открытии, когда ее глава Башкортостана Ради Хабиров и с гостями со всей России, в том числе с именитыми путешественниками и вдовами полярников, которые, к сожалению, скончались, вот они тоже передавали в дар. Поддерживаете ли вы с ними связь? Да, конечно. Вот вы знаете, вот мы, например, сейчас общаемся с Фатимой Евдатовной, ее муж, полярник Мунир Абдулин. Она вот нам то есть как бы от сердца, скорее всего, да, очень интересный там и значок почетного полярника. Это, мне кажется, это больше, чем герой России, ну, для нее этот знак означает, да. Ой, там какие-то вот памятные письма, фотографии, это, ну, вот такие вот люди вот нам приносят, мы очень это ценим. Насколько я знаю, с 1 марта этого года планируется объявить конкурс среди судномоделистов, да, кто может участвовать и какие нюансы нужно иметь в виду? Да. Хорошо. Вы знаете, вообще мы открываем конкурс «Северное сияние». Там не только для судомоделистов, там могут принимать участие художники, также будут зачитываться работы, литературные работы, эссе. И вот уже новинка – это судомоделирование. Вы знаете, это очень важно поддерживать это в республике. У нас очень мало осталось таких вот подобных кружков. Недавно вот мы ездили, один из кружков находится в микрорайоне Инорс, и там замечательные там ребята, энтузиасты, они делают своими руками корабли из живого дерева, ну, там это новички из пластика потихонечку, да, а уже вот более старшие дети уже начинают вот работать с более
серьезными материалами. Это очень важно поддерживать, и поэтому мы для таких ребят проводим конкурс. Он начинается 1 марта, и итоги будут подведены 26 мая во время празднования юбилея Валериана Ивановича Альбанова. 140 лет с рождения здесь, в Уфе, родившегося человека, вот такого знаменитого нашего уроженца. И плюс 1 год Музея полярников имени Альбанова. И мы отметим 1 год. Как вы понимаете, что такое Арктика? Ведь она и, с одной стороны, суровая очень, да, и с другой стороны, очень романтичная. Ой, вы знаете, кого привлекает этот край? Мы каждый раз себе задаем такой вопрос. Кто туда стремился? Это больше это романтики или даже немножечко безумные вот люди? Потому что нам кажется, вот мы сейчас тоже заражены этим микробом, вот этой вот романтикой Арктики. Там всегда что-то интересное происходит, там смелые люди, там вот можно себя проявить. А сейчас Россия Арктику очень это серьезно развивает, туда пришли крупные корпорации, и поэтому Россия вот в Арктике всерьез и надолго, и также и наш музей тоже, я думаю, что мы это долго будем радовать посетителей. Дай бог. Спасибо большое, Оксана Николаевна. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Мы общались вместе с Оксаной Мальцевой, научным сотрудником Музея полярников имени Валериана Альбанова в Уфе. Это уникальный музей. Те, кто не был там, рекомендуем посетить и узнать подробнее про эти экспонаты. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.